иногда я сомневалась, я думала, а нужен ли вообще такой центр в Таджикистане. Я понимала, что сам по себе идея очень хорошая, но, как многие мне говорили, не своевременная. Да? То есть город еще не готов, люди еще не готовы отказываться от вкусностей, да, в пользу здоровья. В такие моменты я просто себе говорю, что не, я буду идти дальше. Ну, кафе пусть повар для меня готовит. Приветствую всех, меня зовут Зибунисо Солиева, я из Худжанды, я предприниматель, у меня отель и центр здорового образа жизни «Абрикосовый рай». Все начиналось с первой квартиры в доме номер 7 по улице Сырдарья. Первую квартиру мне подарил отец, а дальше я начала покупать остальные в этом доме, в котором живу. Постепенно, за 10 лет, из этих квартир получился небольшой мини-отель «Армон Апарт-отель». Центр ЗОЖ у нас функционирует уже второй год, мы буквально построили его недавно. Работа над ним велась более 5 лет, у нас не было здания, но проходило обучение, работа с клиентами. То есть мы прокатывали эту идею центра ЗОЖ, не имея отдельного здания, не имея практически ничего. Мы занимались на газоне, многие подписчики знают, что у нас это прямо проходило на газоне, а уроки питания проходили у меня прямо на кухне. И вообще вот этот аккаунт «Абрикосовый рай» в Фейсбуке задумывался как маркетинговый даже такой аккаунт для продвижения Армон Апарт-отеля. Но постепенно я поняла, что эта идея здорового образа жизни, здоровье без лекарств, йоги, детокс-питания, это может быть вполне из хобби возможно превратить даже в бизнес, хотя и не такой, можно сказать, прибыльный, но достаточно интересный. Пришла в эту тему, конечно, как и многие приходят в эту тему, благодаря своему здоровью. Конечно, уходить в метафизику и вот эти псевдонаучные теории чисток не хотелось. Интуитивно, да, я бы сказала, что я шла по пути к оздоровлению. Прошла все веганство, сыроедение, йогу. Потом сейчас я уже даже пришлось закончить 2 международных курса. У меня есть сертификат тренер ЗОЖ от Американского института интегративного питания. И второй мой сертификат, который недавно я получила, Международный институт нутрициологии, это уже российский. И вот так поиск знаний был, поиск информации помог мне решить мои проблемы со здоровьем и, конечно, помогая себе, конечно, хотелось помогать другим. Я стала тренером йоги, тоже получила сертификат, прошла несколько обучений. И вот теперь, как второй год, у нас функционирует наш центр ЗОЖ, который мы построили. Кстати, строили его вместе с мужем в пандемию, что было очень достаточно сложно. Были сложности и с оформлением, и с документами, с финансами, потому что мы взяли кредит, чтобы его построить, и очень сложно было отдавать вовремя. Ну, слава богу, все у нас получилось. Центр заработал сразу после пандемии, даже в тот же год, в сентябре, и мы уже принимали первых клиентов, проводили йогу, и через несколько месяцев заработало наше вега-кафе. Конечно, одна бы я не справилась, благодаря тому, что у моего мужа Саида есть опыт и ведения бизнеса в сфере общественного питания. И здесь, конечно, наш опыт совпал, и у нас получилось. Первый успех я ощутила, когда провела первую йога-детокс программу для женщин, самых передовых женщин Худжанды. Это были в основном мои знакомые, подруги. И они получили эффект, они получили результаты, они с горящими глазами на следующий день, там, после занятий или через несколько дней приходили и говорили, какие у них ощущения фантастические, что появилась легкость, прошли головные боли, снизилось давление, нормализовался сахар. И это было на самом деле очень-очень приятно. У меня была просто эйфория, что программа работает, она не только мне помогает, она помогает практически от всех заболеваний. Я просто подумала, что это нужно просто поставить уже на поток, потому что очень много людей не могут решить свои проблемы со здоровьем. А здесь, в принципе, легко выполнимая программа,
которая могла бы помочь всем желающим оздоровиться. Есть, конечно, такие сложные моменты, подводные камни, как и в любом другом бизнесе. И только с опытом, чем больше времени человек уделяет, да, этому делу, чем дальше он идет, чем больше таких сложных, проблемных ситуаций возникает, и по мере того, как он их решает, этих подводных камней становится меньше. Бывают моменты, когда чувствуешь себя не в ресурсе, уставшим, покидает вера в себя. Да, вот в связи с центром, когда мы запускали его, было сложно. И иногда я сомневалась, я думала, а нужен ли вообще такой центр в Таджикистане. Я понимала, что сам по себе идея очень хорошая, но, как многие мне говорили, не своевременная. Да? То есть город еще не готов, люди еще не готовы отказываться от вкусностей, да, в пользу здоровья. В такие моменты я просто себе говорю, что не, я буду идти дальше. Ну, кафе пусть повар для меня готовит. Я люблю эту еду. Готовит для моей семьи, для моих родителей. В принципе, я ничего не теряю. Да, на йогу сегодня пришли 2 человек. Ничего страшного, мне тоже надо делать йогу, мне тоже надо заниматься. Поэтому я относилась к этому проекту больше как для себя, для своей семьи. Пандемия стала для многих предпринимателей такой точкой, да, отсчета или проверкой бизнеса, также и своей личности, и, ну, по всем фронтам, да, и физическая, и моральная, и духовная, материальная, да, по всем фронтам была проверка именно во время пандемии. Но я рада вообще сказать, что несмотря на то, что у нас была стройка, что нам нужно было выплачивать кредиты, не было никаких отсрочек, практически отсрочка буквально была 2 или 3 месяца. Но здесь моя инвестиция в моих детей, знаете, тут как-то мне помогла. Мой сын как раз учился в Америке, и он там же работал. У него там тоже был небольшой свой бизнес. И как раз в пандемию с выплатами кредитов помог мне мой старший сын. Я с гордостью об этом говорю, потому что как раз в тот момент я поняла, что у меня все было достаточно гармонично распределено в жизни, что в какой-то момент дети стали моей опорой. И дочь тоже помогала с материалами, с составлением меню, например, да. У меня никогда не возникало такого чувства, что я хочу все бросить и что-то начать новое. Наоборот, у меня слишком много интересов, и мне приходится их сокращать. То есть у меня всегда был интерес и к дизайну, да. Хотя я не умею рисовать, но мне нравилось смотреть, как другие люди создают интерьеры. И я даже пошла учиться на дизайнера интерьера, да, училась в онлайне. Для меня важным уроком стало, что мы должны быть клиентоориентированными. Желания клиентов нужно предвосхищать. Когда мы предвосхищаем желания клиентов и превосходим их ожидания, тогда будет успех в бизнесе. Причем клиентами являются также персонал, сотрудники. Они тоже клиенты этого бизнеса. И если мы также относимся к нашему персоналу, у нас не будет никогда текучки также кадров. Да? Также мы относимся к своим поставщикам, к своим партнерам. Вот эта философия бизнеса, я считаю, что она самая правильная. Самый важный совет, который бы я хотела дать предпринимателям: мы не должны быть в отрыве от мировых трендов. Вот сейчас мировой тренд в сторону зеленого социального предпринимательства, да? То есть предлагать те услуги и те товары, которые помогают человеку чувствовать себя лучше, да? Которые не отравляют его организм, которые не делают его больным. Да? То есть не должна быть цель заработать любой ценой.